Исәнмесез, кадерле дуслар. Приветствуем вас, дорогие друзья. Мин Рамил. А я Нафиса. Без икебез дә Татарстан дәүләт җыр һәм бию ансамбле артистлары. Мы артисты государственного ансамбля «Песни и танцы Республики Татарстан». В нашем коллективе работает более 100 человек. А вы хотите узнать их поближе? Тогда смотрите нашу рубрику «Творческая среда». «Ижади чәршәмбе». Бүтін Союз һәм бүтін Россия смотра лауреаты, Ғабдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясы лауреаты, Татар дәүләт җыр һәм бию ансамбле концертын башлыйбыз. Здравствуйте! Мы продолжаем цикл передач «Творческая среда». Сегодня у нас в гостях семейная пара Габдрахмановых. Народный артист Республики Татарстан Равиль Фатрахманович и заслуженная артистка Республики Татарстан Фидания Тухватуловна. Хәерле көн, хөрмәтле кунакларыбыз. Ничек хәлләрегез? Хәерле көннәр. Менә без сезне шулай матур иттереп бергә күрүебезгә бик шатбыз. Матур пар булып, матур гаилә булып, һәм менә шушындый матур артистлар булып бергәләшеп безнең ансамблебездә озын-озак еллар эшләдегез. Һәм менә бүген дә шулай матур иттереп балкып елмаеп бергә янәшә утырасыз. Ой, рәхмәт. Шундый матур сүзләргә. Когда вы пришли в Государственный ансамбль песни и танца Республики Татарстан? В каком году? По старшинству? Я пришел в ансамбль в 1972 году, после окончания Ташкентского хореографического училища. Здесь находилась раньше филармония, потом уже ансамбль отделился. И, очень народу было много. И я, пройдя все 3 тура, нас потихонечку отсеивали. Я попал... 2 человека взяли, мальчиков, и 4 девочки отправили в Ташкентское училище. В 1968 году в ансамбле руководителем был Адган Нарыков. Он сам всю жизнь протанцевал в оперном театре, он был профессиональный танцор. И вот он ставил в ансамбле «Свадьба», у него была программа театрализованная. И он решил для ансамбля подготовить кадры. И отправил нас детей, отобрал самых лучших, с хорошими данными, и отправил учиться в Ташкентское хореографическое училище. А почему в Ташкент? Потому что там было народное отделение. Один я из 6 детей вернулся в ансамбль, преданный ансамблю. А я пришла в 1976 году. У меня, конечно, интересная история была. Я вообще хотела поступить в театральное училище. На артистку я всегда хотела стать артисткой. Актрисой. Актрисой, да. Хотела играть в театре. И, после окончания школы не было набора. Меня после 9 класса не отпустили в училище, а после 10 не было набора в училище. И я, не знала, что мне делать. Думаю, куда мне пойти-то? И Сафина Луиза Запаут у нас была, которая работала артисткой хора. Сафин Асхат Зуфарович тоже, это он у нас танцевал, потом директором филармонии был. И они были земляки, Луиза была землячкой моего папы. И вот они, говорят, есть такой ансамбль, давай попробуй поработай в ансамбле. Я говорю, я смотрела, я видела Тахира Якупова с хором, как он поет, так красиво. И я говорю, а можно туда, что ли? И Луиза Запа меня привела в этот за руку, как говорится, привела. Тогда работал Геннадий Петрович Скалозубов худруком. Лим Галевна была главным хормейстером, а Венера Хасановна была хормейстером. И вот на 2 этаже, у нас сейчас это 3-й этаж, а там на 2 этаже вот такая же комнатка была. Это была комната худрука Скалозубова. И, они туда меня завели, сели так втроем. И говорят, давай спой нам. Я что умела, то все попела им. Они так послушали. Говорят, а теперь выйди. Я вышла, и они меня через 10 минут приглашают и говорят, так, Скалозубов Геннадий Петрович мне говорит, так, мы вас берем, вы нам понравились, а вы хотели в театральное, я им сказала, что я хотела в театральное, а вы в театральное хотели поступать, вы можете вести концерты? Я говорю, я не знаю, концерты я не вела никогда, конечно, говорю, в школе вела там какие-то праздники. Он говорит, да давайте попробуем, вы у нас будете петь в хоре и вести концерты. Я говорю, ладно. И вот они меня взяли на работу, сказали, у вас будет 75 рублей оклад. Я так обрадовалась, пришла домой, мама говорит, у меня будет 75 рублей оклад. Это мне показалось так много, мама такая, и балам. Күп менен дол, dedi.
Я такая радостная. И вот они меня взяли и с первого же дня сделали меня еще ведущей концертов. Я пришла 1 сентября на работу, устроилась вот 1 сентября. И 15 сентября, уже сразу же, через 15 дней, я уже работала 2 отделения в оперном театре. То есть я уже всю программу выучила. У меня как-то быстро это все получалось. И мы через какое-то время уже уехали на гастроли. Вот мы ездили по гастролям, там познакомились с Равилем. У меня был свой парень, у него своя девушка, но потом мы как-то познакомились, сначала просто общались, да, просто у нас как-то... Вы говорили, брат с сестрой. Дружба, он мне помогал, да. Ахман говорил, от таких брат сестер и дети рождаются. И то есть вот как-то у нас так с дружбой, как-то вот мы в течение года додружились до того, что через год поженились. Значит, искусство вас объединило. Да. Мне очень нравилось, как он танцует. Но в него все были влюблены, когда он танцует, потому что действительно это было красиво. В жизни вроде обычный парень такой, а на сцене вот прям вот он какой-то вот становился совершенно другой, потому что от души все шло. И как-то у него все это красиво получалось. Мне так нравилось всегда, как он танцует. И вот, видимо, вот именно танец, вот, наверное, сначала с танца, и потом уже как человек, он мне помогал, он заботился обо мне. И вот как-то уже так вот ближе стало потом все. А потом вы уже не стали поступать в театральный? В театральный я уже не пошла, потому что тут уже для меня был и театр, и, как говорится, и хор, и мы выезжали, как солисты выезжали с бригадами, то есть и дуэт мы с Нелли тоже, вот они с Рамзией пели, например, здесь дуэт, а когда Рамзия не могла, по району мы ездили с Нелли Валеевой, также дуэтом пели мы с ней. Потом квартетом мы пели, выезжали, и на гастролях также выезжали, вот маленькими бригадками. Потом, что мы еще? Когда вот мы начали работать, получается, я работала и как ведущая, и как артистка, мне это все нравилось. Через год мы поженились, потом через год я уже родила, и у нас был мальчик, сын родился, да, Ратмир. И все, и как-то уже засосало тут, и уже театральное училище у меня осталось на втором плане, потому что тут у меня театр был. Уже все. Тут семья. Целый театр тут на сцене, потому что тут такие программы были очень интересные, вокально-хореографические все постановки были. А у Ларида я уже там играла. И вот как-то так все это затянуло. А потом Венер Хасановна, принимала же меня Венер Хасановна, она мне, я уж так вот пока все рассказываю про себя, она стала мне как вторая мама. Она вообще такой человек, Венер Хасановна. Она каждого нового человека, вот кто к нам приходит, она его оберегает, она все вкладывает в этих людей всегда. Она всегда за этих людей отвечает, вот за всю молодежь, которую она приводила, она всегда за них отвечала. Она была очень ответственна в этом плане. И она нас старалась, вот Нелли Валеева, Рамзия Зинатульевна, Лена Бичарина, Гульнафис тогда у нас работала, потом она ушла уже, я, Гариев, Амирзянов. И вот она всех нас заставила поступить в училище. Рамзия у нас уже была с музыкальным образованием, а у нас не было образования. Она говорит, вам надо балалар учиться. Укрыга керек. Укымыще булми. А мы говорим, Венера Хасановна, что-то нам страшновато, я вам помогу. И вот она нас заставила поступить в музыкальное училище. Мы тогда и работали, и учились, мы все делали вот параллельно, да. И тогда Гариф не выдержал, ушел, к сожалению, Гульнафис потом ушла, и мы остались втроем, Лена, Неля и я. И мы вот до конца, потому что было тяжело учиться, потому что постоянные гастроли были, постоянные гастроли. Вот у нас в течение года мы ездили в сентябрь-октябрь, обязательно большие гастроли были, потом январь-февраль, обязательно после январских праздников. В марте мы обязательно выезжали куда-то здесь, вот по Татарстану, по районам. Летом у нас 2 месяца были гастроли по деревням республики. То есть мы все время были на гастролях. Мы детей практически не видели. Единственные гастроли, на которых мы брали детей, это была деревня. Вот по деревням, когда ездили, с нами все детки наши ездили. Сейчас это нельзя, это и запрещено, ведь это нельзя же маленьких детей вывозить. А тут все дети с нами выезжали. Кушали все натуральное. Дети, ну, натурально, но не было ягод, не было помидор, не было огурчиков, потому что татарские деревня же не выращивали. Это сейчас все растят, все сейчас не знаю, что там выращивают, а раньше не было. И мы покупали яйца, молоко, картошку, ходили вот по домам и просили, кто продаст, комсота. Кыргыз, я сметана, я каймак, пожалуйста. Я ходил по деревне, просил, Фиданя любил вот это каймак. Я ходил, просил, продайте. Комсота. Да.
А когда вы полюбили танцы и кто повлиял на ваш выбор профессии? Когда я учился в школе, к нам в школу пришел руководитель танцев. И он нам ставил танцы. Мы танцевали матросский танец. Он сам был профессиональный танцор, потому что во время концерта он сам исполнял танец. У него был танец рыбака. Я помню, он брюки засучивал и танцевал как рыбак. И нам он показывал движение классического танца. Прие, пор-де-бра. Ну, много движений. Тандю батман, ЖТ. Мне очень нравилось. Поэтому я полюбил танцы и вот этот урок классического танца. Рауля, вы в ансамбле сколько лет вы проработали? Ну, 22 года я танцевал, потом вышел в 94-м на пенсию и продолжал в ансамбле работать педагогом по классике. Разогрев, тот же самый урок давал классического танца. Тандю батман, плие, ронжон партер, адажу, гран батманы. Поэтому это надо было для разогрева танцорам, потому что вокалисты распеваются, а танцоры, чтобы перед концертом, они разогреваются. Им надо обязательно, чтобы все ноги согрелись, мышцы ноги согрелись. Поэтому я давал этот станок классического танца. А вы помните, вот сколько танцев вы всего протанцевали на сцене? Все, что в ансамбле танцевали, я все танцы протанцевал. Вот лирический танец был, парень с девушкой танцевал. Да. Танец трех друзей с платками. 3 парника танцевали. Потом, значит, на мосту был танец такой. Армянского пастуха я танцевал. Но мы там вдвоем танцевали, Халиса Шарапова и я. Она была переодета в мужской костюм. В конце она поднимала шапку, волосы, и все видели, что это девушка танцует. Но когда я на телевидении танцевал один же танцую. Я взял барана, у нас в Сабантуе был баран, приз. Я этот баран взял и использовал в танце армянского пастуха. Живого барана? Нет! Бутафория. Нет, бутафория. Понятно. Если ты записи видел, там видел баран и живой. А Рейля смотрит, думает, как же он финал сделает? Потому что девушки нет, а я один. Она думала, как я сделал финал? А я не растерялся, взял баранок и поднял на себя и убежал. Ну, узбекский танец я сам поставил. Это, по-моему, самый популярный танец. Я всю жизнь, не то что всю жизнь, мне нравились узбекские танцы, я же учился в хореографическом училище, у нас был предмет такой узбекский танец. И вот эти танцы мне узбекские очень нравились, особенно андижанская полька, которую я сам себе и поставил. Баулаге я тоже солировал. Герайский этюд Геннадий Петрович поставил. Короче, интересный танец был. Мы там сложные движения делали, там двойной садбас на колено, играл батманы. Интересный танец был. Просто жалко, что таких записей нету. Танец охотников с луками. Жениха танцевал. У нас был балетмейстер Файзи Гаскаров. Он этот танец сюда поставил жениха. Потом уехал в Башкирию, в Уфе, когда начал работать. Он этот танец тоже поставил. Но там он же его немножко приукрасил. Там уже с гармонистом они. Он немножко обогатил, включив в этот танец это гармониста. Случай в медресе, шуточный танец. В русском танце с балалайками был танец, тоже мы солировали там Ради Халиуллин, Мустафа и я. Мы выходили с балалайками, там девушки выходили, мы пели
девушки пели, мы отвечали. Они сами пели. Мы сами пели. Танцоры. «Домой с победой» танец тоже солировал. Потому что этот танец на конкурсе Борис Ляпаев в Москве поставил. На конкурсе этот танец поставил. Там грузин танцевал, грузин, украинец и русский. А у нас он, когда ставил танец, он переделал, вместо грузин танцевал татарин. Маскот Минумель татарин, Файзулин был украинцем, я был русским. Сарманский хоровод. Сейчас ансамбль танцует этот хоровод. Да, мы сейчас восстанавливаем. Я видел в интернете, очень красиво ребят танцевали. Вот когда там парень выбегает, девушки, вот это соло тоже я танцевал, сарманский хоровод. Такие номера были, это золотой фонд ансамбля, я считаю. Да, конечно. Гости Казани, Гости сарманский Казани. хоровод. 5 пар. Медильская плясовая, камазовцы. Какие танцы вы бы хотели добавить в сегодняшний репертуар ансамбля? Я стараюсь каждый раз, когда ансамбль выступает в Казани, ходить на концерты. Мне ансамбль очень нравится, костюмы очень шикарные, исполнение безупречное, можно сказать. Еще про танцы хочу еще сказать. Хотелось бы больше, конечно, в малых формах шуточные танцы, потому что они тоже немножко людям интересно становятся, и становятся веселее на концерте. Потому что одно дело длинные протяжные песни, массовые танцы. От массовых танцев тоже народ немножко устает. Поэтому, когда вот есть такие маленькие шуточные танцы, поэтому им интересно смотреть. Вот так я думаю. А вот мы замечали, что танцоры очень любят песни слушать. Вы, наверное, тоже любите слушать татарские песни, да, репертуар ансамбля. А вот как относитесь к сегодняшнему репертуару хоровой группы? Хоровая группа очень сильная. Они очень красивые песни поют. Но хотелось бы еще побольше таких протяжных песен, которые вот ложатся на душу, я так думаю. Народные, да? Народные песни, народные, да, Которых песни. очень много в нашем золотом фонде, правильно? Даже вот певец, допустим, на эстраде поет, и вдруг он начинает народную песню петь, и сразу видно уровень певца. Если человек может петь народную вещь, он, значит, профессиональный. Не все певцы могут народные вещи петь, Да, я так думаю. Фидания Тухватовна, а каких номеров вам не хватает? Ой, я тоже обычно, я уже говорю, и руководителям всегда, вот, хочется малой формы, побольше малых форм, потому что когда все время находится большая масса на сцене, масса это очень красиво, это очень красиво смотрится, но иногда вот хочется просто уединиться, чтобы была какая-то малая форма. Раньше были вот какие-то маленькие трио, танцы, вот даже Равиль перечислял, когда какие танцы, там были малые формы. Вот Айрат Ринатович тоже сказал, да, у нас будет, и это вот делаем, он всегда говорит так, в принципе-то, они должны быть в концертах. Вот мне вот этого, наверное, не хватает, но я об этом говорю, и в хоре также. Раньше были квартеты, дуэты, какие-то вот. Сейчас у вас тоже красиво все, попури, вот это вот попури, когда вы выходите там парами, тоже интересно все, конечно, смотрится. Вообще все красиво, все нравится, все прекрасно.